Ну, в общем, в 93-м году нам выделили участки. Мгм. Значит, это была зима, по снегу мы ходили, измеряли. Пришла весна, все забыли, где колышки стоят. Значит, ну и потом летом, значит, я съездила в Лоханунку, купила сруб. Ну, в то время у Лоханунку только-только мастеровые начинали срубы ставить. И что-то дешево-дешево купили. И сруб получился 6,5 на 6,5. Никаких ограждений, ничего не было. И вот тут вот сруб поставили, вот на Тополиной 7. Значит, это было осенью уже сруб. Значит, крышу поставили. И в феврале месяце, и печку сделали. И в феврале месяце следующего года, в 94-м, я переехала сюда. М. Никаких заборов, ничего вообще не было. Угу. И жили, и света не было у нас. М. Мы жили 2 года без света. М. Печку топили, кушать варили, чай кипятили. Ну, после работы, конечно. Ну, потом, значит, столбы начали. И всего тут на этих, вот микрорайон новостройки, всего 3 дома было. 3 М. дома. Вот избушка Сухаревская и Гринваля на Кедровой и на Тополиного 2. Больше ничего не было. Мы напрямки ходили на работу, никаких заборов, ничего не было. Но 2 года мы прожили все тут без света. Мгм. Ну, после этого, значит, ну, заборы, конечно, начали строить, тепличку маленькую поставили, грядки там мелосеяли. Ну, потом уже начали и бани строить, и все на свете. Но вообще на этом, вот на Тополиной 7, я построила уже 3-й дом на этом участке. М. Сперва был у меня вот домик 6,5 на 6,5. Ребенок родился, вроде тесно, да, одна печка, вот прихожка и кухня и комната, все. Я опять купила сруб, значит, привезла и поставила там. Ну, у соседей, значит, рядом баня. Рядом баня, там очень много людей, видимо. Один раз мы слышим, журчит что-то. Что журчит? Оказывается, под поле попала вода. Весной это. М. И картошка вся, все соленья, все утонуло. Ну и после этого, конечно, грейд пошел. Мгм. И теперь, значит, мы стали умнее. Значит, уже цементный оклад и вот этот домик. Ну, ребенок все равно вырастет, уедет, поэтому нам зачем большой дом, двухэтажный и тому прочее. Ну и по средствам, естественно. Вот этот домик построили, и вот живем уже сколько лет. Теперь, значит, когда мы строились, нам давали товарный кредит. Вот это было вообще шикарно. Это кирпич с товарного, печку поставили, Мгм. да, шифер, стекло. Значит, вот это я брала в товарный кредит. Это было очень хорошо, и мы в рассрочку платили. Мгм. В рассрочку, я не помню, раз в квартал, по-моему, платили мы там. Потому что в то время же трудное время было, 90-е годы, и зарплату-то иногда продуктами давали. Но тем не менее, это было вообще большое подспорье, конечно. Хоть и пиломатериал был, ну и все, деньги упираются, а вот именно вот кирпича, шифера, конечно, не было. Это трудно было, конечно. Ну и таким макаром, в общем-то, люди, значит, начали строиться, получая вот товарный кредит. Это было хорошо. И после этого вот начали застраиваться. И этот микрорайон новостройки, мы его так обозвали, значит, да, через 3 года у нас, нет, через 27 лет, через 3 года у нас будет юбилей. 30 лет, как мы в этом микрорайоне. Ну, в этом микрорайоне, значит, да, инициатором всех этих субботников и всяких спортивных этих, конечно, являюсь я. Снежные фигуры мы тут делаем. В общем-то, у нас есть группа WhatsApp, есть все там этот. И вот мы в январе месяце подали заявку на ППМИ, значит, да, и спортивная, и детская площадка будет у нас тут строиться. М. И, естественно, там 150 тысяч мы должны собрать, энную сумму мы должны собрать с предпринимателей. Ну, предприниматели тут как бы один магазинчик у нас тут только. Они что там маленечко помогут, а остальным всеми силами в группе WhatsApp сказали, все соберем. Все. И Мгм. будет, придет же время, мы уйдем на пенсию. Хоть спортивными, как в Китае, будем заниматься спортом. И теперь я говорю, вообще надо танцплощадку вообще там сделать. А люди вообще активные, конечно, вот тут вот. Ну, конечно, уже постарели, есть, которые это уже за 60, под 70.
Вообще, когда вот эти новостройки отвели участки под детский сад и котельную. И опять же, когда приезжала правительственная группа, значит, в январе-феврале, всегда же приезжает, я несколько раз выступала. Воспоминания там. Не котельные, наши дети уже выросли, уже переехали в другой регион, да, и ни детского сада, ни котельной так и нету. Хотя я предлагала сама Стефанчук Роману Васильевичу, он, в общем-то, большой предприниматель в районе. Он сказал: Алла Полина, ну, конечно, это затратно, ну, надо подумать. Это было года 5 тому назад. Конечно, кто тут поведет этот самый. Ну, будем надеяться, газ, но если старожилы говорят, они боятся газа, не знаю. Но нам-то нужна вода, в принципе-то, чтобы благоустройство сделать. Люди делают, конечно, но это все упирается в финансы, конечно. А вот летом, то есть вода привозная, да? Да. Бочки. А вот и тогда что выращиваете на участке? На участке я выращиваю картошку. У меня даже арбузы есть. Я выращиваю уже, когда у меня ребенок родился, я начала выращивать арбузы. Арбузы, дыни. Значит, все это я выращиваю. Ну, естественно, вся зелень. Все выращиваю. Все, что... И даже курей держим. Даже хатам есть. И утки у нас есть. А воду сколько стоит водовозка? Сейчас водовозка у нас стоит 150 рублей. Дороговато было 100 рублей. А сейчас 150. Бочка 100-150? Сейчас 150 стоит с 1 января. А так 100 рублей была. Бочка. Это 200 литров. А, Водопровода нету. ага. Тоже когда-то я выступала перед депутатами городского совета, чтобы все-таки смету сделали, да, летний водопровод. Ну, вы же знаете, что пополняемость бюджета города тоже не ахти, да? Они тоже, ну, вообще район же дотационный. Денег нет, все упирается в деньги. То раньше же была политика строительства летних водопроводов. Ну, водопроводов. было, но в город Алекминск туда не входил, почему-то вот сельские территории входили. То есть он как город Да, был, это без как льгот. город, поэтому не это. То есть как исторический город. Мгм. То есть у вас тогда и учителей льгот сельских не было? Нет, нет. То есть никогда такого не было. Ну вот Россельхозбанк то, что хорошо сейчас делает, да? Город Алекмин же как сельская территория теперь, да, потому что у нас численность маленькая, и поэтому на ипотеку дают, оказывается, под маленький процент как Сельская ипотека действует, да? Да, в городе Алекминске. Поэтому люди берут, оказывается. То есть под 2% можно взять на строительство. Ну и приобретение жилья. И приобретение тоже. Вот так вот. Ну, а так хорошо, конечно. Имеем у нас тут как деревни. Вообще прекрасно. Друг друга знаем. Друг другу ходим в гости, как в деревне. Красота. Если соседу надо, крикнуть, иди, зайди. Вот это хорошо. Но вообще вот жители в основном, да, тут с деревень. Вот тут вот сосед с Добана живет, вот тут со второго Нерюкте, вот это, правда, городские, там с Дельгея. Люди, которые переехали в город. А вот кто-нибудь благоустройство сделал, вот, чтобы в доме было удобство? Вот этот сосед сделал. Да? Вот этого соседа я, кстати, жаловалась на него. А Почему? Потому что вот за гаражом мы поставили навес же. Дрова там, вот УАЗик ставить, да. Все время чавкает и чавкает. Откуда вода? Оказывается, у него там септик, который никогда не выкачивается. Я написала заявление в мэрию. Ну, тут этот Роспотребнадзор, и все, и его заставили, значит, выкопать тут септик уже тут ближе, и теперь водокачка, ну, это ассенизаторская машина выкачивает. А так все то, вот, все же под гараж, и в гараже все время вода была. То есть он пытался методом естественного дренирования. Да. Но это тяжело. Да. Ну, а мы сами-то тоже, нам пока шевелимся, у нас баня есть. Баня есть баня. Баню ничего не заменит. Ну, да. Никакой душ. Ну, да. Никакая ванна. Это вы городские уже привыкли, а мы-то нет. Нам только баня нужна. Ну вот и вот в завершение я хотел бы попросить вас сказать пару слов вот тем, кто раздумывает о приобретении собственной усадьбы, частного дома. Во-первых, люди, которые... Сейчас же очень много на Поповских полях, да? Люди довольны. Но
там участки маленькие, по 10. Нам, когда выдавали, у нас уже было по 12 соток. Да? Мгм. Это прекрасно. 12 соток вот само то. И гараж поставить, и баню, и летние это, и теплицы, и тому прочее. Да? Все можно расположить. Ну, это очень хорошо. Во-первых, свой урожай. Да? Мгм. Ни от кого не зависишь, ни привозной не ждешь, да, с ГМО, допустим, да, все свое. И, естественно, на своей земле трудиться это всегда очень хорошо. Земля, она матушка наша, Мгм. и она вот дает нам свои урожаи, ну, естественно, с участием человеческого труда, не без этого, правда Мгм. ведь? Ну А да. так, конечно, хорошо, конечно. Вот многоквартирные, трехэтажные дома, вот люди, сейчас очень много объявлений, да, люди хотят обменяться, молодежь, обменяться на частный дом. Мгм. Есть такие объявления очень много. Мгм. Хотят все-таки, потому что дети наши вырастают труд, М. двор почистить, снег вывести, да, дрова наколоть. Все равно вот то электроотопление, но все равно печка всегда нужна. Мгм. Частный дом. Мгм. И подпол есть у нас, и все свое там храним. Ни от кого не зависим. Мгм. Только на себя. Мгм. Все есть. Спасибо. Спасибо.